Добрый день, дорогие зрители! В эфире Love Zone, место, где мы обсуждаем важные проблемы современного общества. Проблемы языка всегда актуальны в нашей стране, и особенно тема сохранения гагаузского языка в Гагаузии является одной из важных вопросов, которые обсуждаются на разных площадках. Сегодня о гагаузском языке, о том, есть ли у гагаузского языка шанс, и, в принципе, как сегодня развивается гагаузский язык в других странах, таких как, например, Болгария, где также проживают гагаузы. Мы поговорим сегодня с тюркологом из Болгарии Момчилом Шоповым. Здравствуйте, Момчил, как у вас дела? Добро пожаловать к нам в студию. Да, спасибо. Я давно планировал поехать в Гагаузию, но наконец-то это получилось, удалось, так что я очень рад и знакомству. Вы занимаетесь изучением тюркских языков, да? Почему эта тема вас заинтересовала? У вас есть корни тюркские или все-таки это был просто выбор? На Балканах такой вопрос, ответить на такой вопрос очень сложно, потому что какая кровь в наших венах неизвестно, потому что я не могу сказать, смешение большое, даже на славян не похож, как сами видите. Так что какие корни у меня есть, не знаю, может быть, были какие-то тюркские корни, может быть, перемешанные. Так что у меня, но, насколько я знаю, ничего тюркского у меня происхождения нет, просто очень долго у меня есть интерес к изучению турецкого языка, поэтому я поступил на кафедру тюркологии в Софийском университете имени святого Климента Охридского. И в 2017 я уже дипломировался, закончил. С тех пор работаю переводчиком с турецкого, с азербайджанского, с казахского, но всегда интересовался судьбой так называемых маленьких языков, маленьких тюркских языков. Это и гагаузский, и татарские языки, и караимский. В основном агузская группа языков, которые находятся под угрозой. Скажите, в Болгарии до сих пор проживают гагаузы, там есть населенные пункты гагаузские, например, там село Болгары, да? Варна, это часть прибрежная, там больше в основном проживали гагаузы в свое время. И сегодня они там проживают, только, насколько мне известно, язык очень практически был утерян. То есть... Утерян он, к сожалению, просто уже не существует. Болгарские гагаузы утратили свой язык. Что стало причиной, на ваш взгляд, этой утраты? Значит, знаете, у болгаров очень непростые отношения с турками. И раньше гагаузский язык читался турецким. И из-за того, что как-то болгари не могли понять, что гагаузы не турки, они могут быть тюрками, но не турки. Это две большие разницы. И их называли турками, их язык называли турецким. И был какой-то стыд, и какая-то стигматизация получилась. И вот поэтому они стали как-то стыдиться своего языка? Стыдиться и стараться не разговаривать. Может, там дома кто-то говорил, но на улице это было какое-то государственное давление, да? Нет, давления не было, нет. А почему им было стыдно? Давление общества. То есть болгары, сами стыдили их, да? Вот они говорят не на болгарском, они не болгары, указывали, пальцем, да. И... Как второй сорт, да? Да, второй сорт, да. Вот вы правильно сказали. И даже в болгарской литературе, в художественной, был один очень-очень важный для современной болгарской литературы роман «Облава на волков» Ивайла Петрова. Он там описывал такую сцену, как из соседней деревни в болгарскую деревню приехали гагаузы. И он описывает, как они между собой разговаривали на турецком, и как
ну, жители болгарских сел называли эти гагаузские деревни Гагаузландия. И с каким-то, да, с какой-то насмешкой, да. И сам автор говорит, что эти гагаузские деревни являлись бастионом консерватизма. И что эти люди несовременные, они живут как-то в каком-то ограничении, да, и они из-за этого отличаются, но, как я и раньше сказал, вы сами видите, что их язык называли турецким, да. Они не делали никакую разницу. Ну, это как при османах не было разницы, ты грек или болгарин, ты просто христианин. Да? То есть это у них было вероисповедание в первую очередь, а здесь язык, который, в принципе, не являлся идентичным. Да, просто, да, в Османской империи были только мусульмане, гайр-мусульмане. Да, и были гяуры, да, это неверующие, да, неверующие, да, и до сих пор у нас это слово употребляется. Ну да, гяуры, да. Скажите, пожалуйста, сегодня гагаузы в Болгарии, ну, они уже понимают, я понимаю, что они уже не говорят на языке, но они себя ощущают гагаузами? Они себя называют гагаузами? Нет. Иногда появляются в СМИ материалы, которые описывают посещение журналистов в гагаузские деревни на северо-востоке Болгарии. Ну, там Варнинская, Шуменская, Добричская область. И там старые пожилые люди говорят, мы гагаузы, но как-то они не воспринимают себя как отдельный народ, а как частью болгарского народа. И даже если не ошибаюсь, на болгарском национальном телевидении несколько лет назад был такой материал, и там одна пожилая женщина говорит, наша молодежь уже не разговаривает на нашем языке, и мы тоже из-за этого забыли, потому что мы не можем с ними общаться. А на государственном уровне нет никаких программ. Да. Болгарское государство не делает ничего, чтобы помочь гагаузам сохранить свой язык. То есть нету такой политики. И это неумышленно. Это просто, как сказать вам... Нет инициативы со стороны гагаузов? Нет, просто болгарское государство как-то забыло, что есть гагаузы. Кроме Болгарии есть и другие национальности в этой стране. Хорошо, но в Болгарии живут турки. У нас турки, цыгане. Да. И турки очень, ну, по сравнению с гагаузами, еще сохранили свой язык. Да. Скажите, что позволило им сохранить этот язык? Религия? Во-первых, их численность. Но гагаузов тоже не меньше было в Болгарии. Давайте начнем с этого. Это сейчас просто от того, что они уже утеряли свою идентичность. Да. Но у нас 500 000 турков. А гагаузов сколько это было? Может, там 50-100 тысяч. Не знаю. 50, сегодня уже сложно определить, сколько. Да, уже невозможно даже. Невозможно, потому что мало кто будет в переписи населения определить себя и сказать, я гагаузин. Тем более, учитывая, что это стыдно почему-то. Да, стыдно, да. И даже, знаете, я такой факт вами поделюсь. Людям, которые живут в Варне, их презрительно называют гагаузами. Просто понимаете, о чем идет речь? Насколько стыдно быть гагаузом. Ну, а в чем их вина, да, гагаузов? То, что они являются частью тюркского мира? Родились гагаузами, и что когда-то говорили не на болгарском. То есть о толерантности здесь говорить нет смысла? Я вам сказал, у нас непростые отношения с турками. Может,
причина в этом. Хорошо. Давайте так. Однажды я была в Казани, и есть там очень старый древний город Болгар. Да. А в этом городе есть очень классный музей, огромный, на 6 уровней, который идет под землю. И там очень четко прорисованы передвижения болгарской цивилизации. Это тюркская нация, да, тюркский народ. Последняя остановка тюркской цивилизации как раз-таки является в Болгарии. Можем ли мы говорить, что теоретически, в принципе, да, болгары это и являются последними вот этим потомками, да, болгарской цивилизации? Я считаю, что у нас тюркские корни. Это категорически. И топонимия, которая ну и в Татарстане, и в Чувашии, даже в Азербайджане есть такая небольшая речка, Болгарчай. То есть я считаю, что у болгаров тюркские корни, но есть другое, что мы после того, как наш хан Аспарух решил жить за Дунаем, стали там перемешиваться эти языки, народы. Нет, там перемешиваются с славянами, ну, да. с фракийцами. И поэтому у нас есть какой-то процент тюркского. Но, да, наши предки тюрки. Несколько лет назад, 10-15, быть может, появилась еще одна теория, что у нас иранское происхождение. Но мало кто верит. Да, маловероятно. Да, это, маловероятно. Тем более доказательства есть, что наши предки, то есть хан Аспарух, с Алтая. да, он известно откуда приехал. Так что наши и ваши корни одинаковые. Теперь приходим к тому, что все мы тюрки. Да? Да, да. Вопрос. Почему болгары все-таки не любят гагаузов? То есть мы все тюрки, да, мы все равно, получается, все где-то в прошлом, где-то в наших предках братья, да? Да, да, да. Только единственное, что отличаемся произношением, языком, да? Есть ли надежда на то, что может что-то измениться? Или все-таки пока не будет какой-то государственной программы, допустим, как в Румынии, да? В Румынии есть программы для нацменьшинств, для их развития, для их продвижения, для сохранения языка. Да. В Украине есть, в Молдове, и во многих других странах, где есть нацменьшинства, там они могут развиваться, у них есть возможность. В Болгарии есть ли такая надежда, что все-таки мы... Уже, кажется, 2-3 поколения не говорят на гагаузском. И уже нет смысла. И... иврит тоже восстановили с нуля. Да, но... У нас есть пример в истории человечества, когда язык был восстановлен. Вот в Германии, например, там в Дрезденской и Лейпцигской области есть такие узичские языки. Это славянские, самые маленькие славянские языки. Это верхние, ниже узичские. Там есть государственная политика. Есть школы, где преподают на этом языке, но можно считать, что этот язык уже исчез. Несмотря на то, что есть государственная политика, потому что эти люди всегда были билингвами. Они всегда говорили на немецком и на своем узичском языке. Так что государственная политика это не все, потому что, как турки говорят, зова язык умас. Если кого-то будешь заставлять там говорить на этом языке, как и в Ирландии то же самое почти получилось. Ирландцы не хотят говорить на своем ирландском языке. Это очень древний такой красивый, великий язык, но когда их заставляют, есть
ну, немножко получается как третий закон Ньютона, действие, противодействие. И вот наши турки, например, они сохранили свой язык из-за того, что они сами хотели. У них есть возможность. Ну, здесь тоже, я думаю, что гагаузы бы, наверное, тоже хотели, если бы их не принижали. От того, что, наверное, их было мало, да, и у них не было защиты, болгарское общество воспользовалось этой ситуацией и смогли надавить, да. А так как вы сказали, что турков больше, да, гораздо больше, да, и гораздо у них больше. за ними есть Турция, да, то есть в любом случае у них есть поддержка со стороны Турции, а это большая страна, очень большая поддержка, то, наверное, здесь просто они поняли, что они здесь бессильны, и они, хотя я понимаю, что сегодня... Но это не на государственном уровне, еще раз вам это общество. Это ну общество, да, это про общество мы говорим, да. Это иногда хуже. Да, к сожалению. Потому что это большинство. Да, большинство, и когда государство что-то делает, там управление, оно изменится, но общество сложно будет, поменяться. оно не сможет поменяться. Ну, и дальше таким образом будет думать. А как ситуация с ромами, цыганами? С ромами, да, у нас есть цыгане, которые говорят на турецком и которые говорят на цыганском. Но эти турецкоязычные цыгане, они всегда считали себя турками. И даже если всем понятно, что они не турки, да, там и акцент у них такой, они считают себя турками, и это опять связано с стигматизацией, потому что это когда ты турок, это одно, защита. А когда ты цыган, это как-то обидно, да, стыдно. А те, которые на цыганском говорят, они, да, считают себя цыганами, а некоторые говорят, мы болгары. Те, которые, например, успели как-то изменить свой социальный статус. То есть, короче говоря, некоторые люди стремятся быть титульной нацией. Да, титульной нацией, да. Скажите, а вообще проживают такие же проблемы ромы в Болгарии, как и в других странах? Допустим, к примеру, они не хотят ходить в школы, да, они не ходят в школы. Да, есть. Они не хотят получать паспорт, да, Нет, у всех есть паспорт, потому что это им помогает поехать в Западную Европу, найти себе работу, ну и то есть тоже получить там какие-то социальные помощи. Так что у них с гражданством проблемы нету. Дело в том, что некоторые, это самый нижний пласт цыганского общества, они не хотят отпускать детей в школу, там, или если дети ходят, это до 5-го, до 6-го класса максимум, и дальше нету желания. Но я считаю, что отношение к цыганам в Болгарии зависит и опять от общества. Мне кажется, это связано с отношением и со стороны болгаров и турков. Ну, смотрите, у нас в стране очень много за последние 15-20 лет очень много было реализовано проектов, которые как раз-таки направлены на улучшение жизни ромского общества, для того, чтобы интегрировать ромских да, мы тоже уже много лет говорим общество. Об этом. И я хочу сказать, что у нас есть очень большие продвижения в этом вопросе, да, то есть сегодня толерантность, у нас, давайте будем честными, в Молдове более толерантные люди, чем в некоторых других странах, не будем сейчас конкретно конкретизировать, но опять же бывали такие проблемы, о которых вот вы говорите, про общество, про неприятие какого-то, да, какой-то национальности. Но сегодня у нас очень хорошие результаты, и я думаю, что любой человек спокойно может общаться с представителем ромов, да, не имея к нему никаких претензий и никаких предвзятых отношений. Болгария находится в Евросоюзе, и не один год, да, и я думаю, что было много проектов реализовано в этом направлении. И тоже есть продвижение. Есть продвижение. Не могу сказать, что есть нет. Результаты, да? Есть результаты, и статистика показывает, что все-таки сейчас есть
больше цыганских детей, которые окончили гимназию, которые потом поступили в университет. Так что об этом 10, 15, 20 лет назад невозможно было говорить, да? Невозможно было говорить. Совсем. Даже есть врачи, молодые люди, которые поступили в медфакультет, потом это в СМИ рассказывают о таких случаях, и как-то, знаете, это приятно читать и слушать. Что то есть, я так понимаю, что люди ромского сообщества сегодня себя чувствуют в Болгарии более уверенно и менее стыдно, да, чем представители ГГУ. Есть о чем еще мечтать и о чем говорить, но есть продвижение, и можно сказать, что лучше стало, да. Ну, вы приехали к нам в автономию, у вас, наверное, есть свои задачи, свои цели. Я утром от вас услышала, что вы были в Украине. Давайте начнем с того, с чего начался ваш путь, да, вот в Украине и в Грузии. С какой целью вы приехали в Украину и с какой целью вы приехали в Болгарию? У меня тоже давно есть интерес к украинскому языку. Я в 2013 году поехал во Львов, чтобы пройти курс украинского языка в Национальном университете имени Франка. И с тех пор, честно говоря, не был в Украине. А вот несколько месяцев назад решил сделать так, что летом поехать в Молдову, в Гагаузию точнее, потому что я же сказал, что уже некоторое время интересуюсь гагаузским языком и культурой, и тоже хотел посмотреть на бессарабские, болгарские бессарабские деревни в Украине, и поэтому решил так планировать, чтобы была возможность пройти через Украину и потом поехать в Гагаузию. Там побыл в деревне Кулевча Одесской области, в Измайле, в Болграде, в Одессе, в Белгород, Днепропетровском, и оттуда поехал в Гагаузию. Вот, можно сказать, что обе посещения и в Украине, и в Молдове связаны с моим филологическим интересом. Скажите, вот какова ситуация в Украине на сегодняшний день? Насколько там болгары сохранили свой язык? Удивили, что даже молодые люди говорят на болгарском, на ломаном болгарском. Но все-таки, это перемешано с русским языком, конечно. Диалект? Диалект, но я услышал старый болгарский язык. И в этом деревне Кулевча оказалось, что есть в школе там преподают уроки болгарского, что учителя местные, не из Болгарии. И люди там говорят на старом мягком болгарском языке. Это было очень-очень приятно услышать. Я сначала начал говорить на украинском или на русском, но они спрашивали, откуда ты, и сразу переходили на болгарский, чтобы показать, вот видите, мы болгари, и мы успели сохранить свой язык. Не знаю, насколько это связано с государственной политикой и какие государственные политики на данный момент в Украине, но я считаю, что это тоже является, это вопрос сознания. Ну, во-первых, в Украине тоже очень внимательно относятся к нацменьшинствам и позволяют нацменьшинствам развивать свой язык. Да? И нет образа какого-то второсортного человека. Да? То есть все граждане Украины
все имеют право говорить на своем родном языке, и нет различия между я украинец, я русский, я русский и украинец сейчас уже есть, да, но я украинец, я болгарин, я гагаус, уже такой вот особо большой разницы нет, то есть нет разделения по таким вот критериям, и люди себя чувствуют защищенно в этой стране, понимают, что они такие же граждане, просто у них есть свой родной язык, да, то есть они... Приятно удивило, что в Одессе, и даже не только в Одессе, люди стали больше говорить на украинском. Это раньше, в Одессе всегда говорили только, Одесса это другой, город, но стало приятно, что люди там начали говорить на русском. Это 12 лет назад так не было. На украинском. Да. Видите, осознание приходит после каких-то очень стрессовых ситуаций, конфликтов, и сегодня, конечно, как говорят, нет худа без добра. Да, и, к сожалению, там идет война, но война тоже дала свой результат в плане языка. Украинский начал больше развиваться и начал играть большую роль в своей же стране. Да. Давайте вернемся тогда в Гагаузию. Вы приехали к нам. Что вы здесь планируете искать, узнавать, находить, изучать? Какая у вас здесь задача? Я вчера после долгого ожидания на границе не успел там прогуляться по городу, так что сегодня у меня будет встреча в центре Маруневича, имени Маруневича. Потом, не знаю, прогуляюсь еще немножко и, к сожалению, еще сегодня возвращаюсь обратно в Болгарию. Это моя первая поездка в Гагаузию, как уже стало известно. И это только так, чтобы узнать, что здесь есть. Вы меня очень тепло приняли. И когда не будет так жарко, я еще вернусь. В Болгарии жарче, мне кажется, чем у нас. Везде уже стало жарче. Лето не самый мой любимый сезон, поэтому я... Тогда мы ждем вас на фестивале вина. Когда это будет? В ноябре. Ноября. Вот как раз будет тогда холодно. Я планирую на больше остаться тогда. Это просто так первая познавательная поездка. И поэтому каких-то особых планов нет. Здесь вас больше интересует сейчас просто как ознакомительная, да, такая ознакомительная. Мне бы хотелось тоже попасть на литургию на гагаузском языке, но, не знаю, наверное, только по воскресеньям проводится. Есть в церкви. Да, и поэтому оставим на следующий раз. Потому что будет очень, впечатлительно, наверное, услышать литургию святого Иоанна Златоустого на гагаузском языке. Это бриллиантно будет, по-моему. Я думаю, да. Скажите, вам интересен гагаузский язык, у вас есть какие-то задачи, цели, может быть, какие-то научные публикации планируете делать? Да. Я планирую показать, как в Молдове, в автономной области, есть государственная политика, как люди стараются сохранить свой язык, и что это может быть один очень хороший пример для той же Болгарии. И для нас, и для всех, как минимум. И я планирую такие публикации, потому что у меня был, раньше я больше занимался научной деятельностью, но сделал перерыв. Сейчас, думаю, смогу совместить и будете возвращаться в научную деятельность. Свою работу переводчиком и позаниматься научной деятельностью, потому что это всегда интересовало меня. И посмотрим, как дальше получится. Насколько в Болгарии эта тема будет интересна, да, то есть насколько болгары сегодня готовы читать про это, да, готовы читать про опыт другой страны, где есть толерантное отношение к своим гражданам, нет унизительного какого-то настроя, да, и где люди себя чувствуют защищенно. Может быть, это будет повод задуматься? Будем верить. Будем верить.
И, конечно, когда я что-то сделаю, дам вам нас да. обязательно. Ну, такая ситуация еще и в Греции, к сожалению, греческие гагаузы проживают такую же ситуацию, которая сложилась в Болгарии, к сожалению, да, на Балкане. Да, но вот, например, общность помаков в Греции, они почти полностью перешли на турецкий. У них там идет жесткая турцизация, школы на турецком, люди между собой говорят на турецком. Так что я удивляюсь, что гагаузам... Опять же мы говорим про то, что... Почему они выбрали турецкий? Потому что у них за спиной всегда будет Турция. И это всегда про защиту, да? Это всегда про старшего брата. А гагаузы от того, что они еще и в свою очередь гордый народ, да, они, во-первых, вероисповедание христиане, да, и они, конечно же, у них, то есть такая дилемма, да, пойдем в отношении религии, тогда мы должны будем оставить свой язык, да. Пойдем за языком, тогда нам надо будет распрощаться с религией. То есть у нас почему-то в нашей голове нет такого, чтобы мы могли бы сохранить два пазла в одном рисунке. Да? То есть мы как-то почему-то разделяем язык и религию, хотя я думаю, что в Турции живут очень много христиан, которые точно так же говорят на турецком языке. Да, есть скриптохристиане, да, есть армяне, даже греки, даже небольшое число болгар в Стамбуле. 10 лет назад их было 500, сейчас уже, наверное, меньше осталось, потому что это пожилые люди. Но это пропаганда. И они как-то тоже наши. Да, у нас это здесь пропаганда, и в Болгарии это тоже пропаганда, да, то есть это очень глубокая тема, которая, наверное, требует новой диссертации, да, как результаты пропаганды в отношении нацменьшинств, да, то есть это совсем другая тема. Момчил, спасибо вам, что вы сегодня пришли, смогли найти для нас буквально очень 30 минут своего времени, хотя у вас очень мало времени в этом городе, но мы надеемся, что в ноябре мы с вами еще раз встретимся. Это не последний раз. И спасибо за то, что так мне дали возможность рассказать. И очень хотелось рассказать, какая ситуация с гагаузами сейчас в Болгарии, потому что это грустно, да, то, что произошло с нашими гагаузами. И, хорошо, что вы ваши предки попали сюда, и что молдовское государство помогает гагаузам защитить, сохранить свою идентичность, свой язык. Конечно, в этом плане очень много работы ведется и со стороны государства, очень много программ. Наоборот, они предлагают, выбирайте гагаузский язык, изучайте. Вижу на улице там вывески на гагаузском, да, у нас, например, на турецком не увидишь. Не то, что запрещено, потому что это как-то будет смотреться как-то не так. Вот видите, вот это как-то не так, к сожалению, привело к таким плачевным результатам. Да? Да. Спасибо, Момчил. Вам всего хорошего. Надеюсь, что ваши планы и цели будут реализованы, вы сможете выполнить ту задачу, которую вы перед собой поставили. А мы вас ждем в ноябре на фестивале вина. До встречи. До встречи. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Сегодня прошла такая очень душевная беседа. Я получила массу удовольствия и, конечно, немного горечи за наших гагаузов, за наших братьев, которые сегодня проживают в Болгарии. И, к сожалению, это идеальный пример того, как не должно быть ни в одной стране с развитием нацменьшинств и развитием их языка. Я надеюсь, что Болгария станет для нас примером, как мы не должны поступать, как мы не должны относиться к своему языку и никогда не должны стыдиться того, что мы являемся гагаузами, болгарами или любой другой нацией, потому что мы все люди, мы все граждане этой страны, имеем право проживать свою жизнь так, как нам хочется, конечно, в рамках закона этого государства. Вам всего хорошего и до новых встреч!